Всегда в таких случаях хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться на какую-то адекватность и разумность российской власти. Вот. Раз за разом она эти надежды всячески обнуляет. Поэтому, конечно же, мы готовились к худшему варианту. И мы продолжаем готовиться вне зависимости от тех переговоров, от той работы, которая ведется на внешнем контуре. Все наши адвокаты, конечно же, готовы защищать военнопленных моряков и в ходе предварительного следствия, и если дело дойдет до суда, на суде. Но это первый случай, можно сказать, беспрецедентный, когда решение Международного трибунала ООН по морскому праву не исполняется. И в прошлом Российская Федерация, участвуя в делах, в том числе в деле Arctic Sunrise, выполняла решение. То есть это показывает, что российские власти все дальше отдаляются от принципов соблюдения норм международного права и ведут все менее цивилизованную внешнюю политику. Николай, чем чревато для Российской Федерации невыполнение международного суда, решения Международного суда? Непосредственно сам Международный суд ООН по морскому праву не имеет каких-то возможностей принудить государство к выполнению своего решения. И в данном случае у него нету каких-то судебных приставов, которые могут приехать в Кремль и обязать Путина выполнить это решение. Но здесь на кону стоит даже только судьба 24 военнопленных моряков, сколько авторитет структуры ООН, вот этого Международного суда ООН, поскольку невыполнение его решения может российскими властями может послужить своего рода таким негативным примером для других государств, и тогда окажется, что авторитет этого международного органа, который должен разрешать споры, связанные с морскими различными вопросами, просто перестанет работать. Другие государства скажут, что Россия не выполняет, почему мы должны выполнять. И вот здесь, конечно, может быть занята определенная принципиальная позиция со стороны как ООНовских органов, так и ряда государств, поскольку действия России в данном случае просто разрушают систему коллективной безопасности, которая так долго выстраивалась после окончания Второй мировой войны. Министерство иностранных дел Украины получило вчера ноту от Министерства иностранных дел Российской Федерации, где Министерство РФ просит предоставления украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Вот что это означает? Как понимать эту ноту Министерства иностранных дел РФ? Эту ноту иначе как издевательским плевком по отношению к Украине назвать нельзя, потому что позиция Украины известна, что моряки не совершали никаких преступлений. Позиция Украины известна, что граница, в нарушении которой обвиняют моряков, 12-мильная зона от берега Крыма, не является российской, и эта территория Крыма является оккупированной. Таким образом, собственно, МИД и раскрывает намерения российских властей, истинные намерения относительно этого дела. Ведь это дело, оно же было не про моряков, это дело было про установление еще одним способом российских границ на территории оккупированного Крыма. И, конечно же, на такие условия Украина пойти не может. Никто моряков привлекать в Украине никакой ответственности не будет. От России требуется просто выполнить решение Международного трибунала ООН. Россияне это делать не хотят. Они, видимо, хотят торговаться, они хотят задорого продать этих моряков, то есть использовать их как разменную монету в политических процессах, поэтому они выдвигают заведомо невыполнимые требования. Смотрите, 28 июня в рамках G20 президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Как вы думаете, возможно ли решение освобождения украинских военнопленных моряков на встрече двух лидеров в рамках G20? Я могу сказать так, что президент Трамп уже принял
некоторое участие в судьбе моряков, и практически сразу после их захвата он публично заявил о том, что он отменяет встречу с Путиным на G20, это было еще в декабре в Буэнос-Айресе, пока моряки не будут освобождены. Моряки не освобождены. Здесь уже вопрос к президенту Трампу, насколько он человек слова и насколько он готов отстаивать свою собственную позицию в взаимоотношениях с президентом Путиным. Поэтому я надеюсь, что все-таки, если эта встреча и состоится, вопрос об освобождении моряков будет поднят Трампом, и все-таки какой-то позитивный сдвиг в этом деле будет. А также, Николай, вы были на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, в результате которого российскую делегацию вернули в ряды ПАСЕ. Вот что вы думаете по этому поводу? И это точка невозврата или же что-то можно еще с этим поделать? Ну, дело в том, что россияне никогда не останавливали свои попытки вернуться в парламентскую ассамблею. На протяжении почти 5 лет удавалось сдерживать их, но в конечном счете каким-то образом им удалось убедить европейцев, что некий диалог, присутствие российской делегации на этой площадке является значимым. Одним из аргументов был тот факт, что Россия шантажировала Европу тем, что выйдет из Совета Европы, и таким образом 140 миллионов россиян окажутся без защиты и юрисдикции Европейского суда по правам человека. И вот сыграв на таком сердоболии, значит, европейцев, российской делегации удалось вернуться в ПАСЕ. Но это не проигранная, скажем так, война. Это всего лишь проигранные сражения. Еще впереди будут, я думаю, серьезные дипломатические баталии. Другой вопрос, что выглядит это все как триумфальное возвращение России, поскольку в январе та же самая парламентская ассамблея приняла резолюцию, которая обязала Россию незамедлительно освободить моряков. И получается, что Россия не выполнила ни одну резолюцию, которая касается Украины, и в то же время вернулась в парламентскую ассамблею. Это ненормально, но это демонстрирует, ну, скажем так, не совсем твердый политический подход европейской дипломатии и европейской политики.